Привет, друзья! Рад, что вы снова со мной, снова смотрите мое видео. Для тех, кто смотрит серию этого сериала впервые, этот сериал посвящен тюрьме номер 4 города Могилева, где я провел 2,5 года своей жизни. И в нем я делюсь своими воспоминаниями, мыслями и анализом по поводу этого места, этого карательного учреждения. И рассказываю вам всякие интересные, веселые, смешные, трэшовые, жесткие, жестокие истории об этой тюрьме и ее обитателях. И в последней моей серии я рассказал о тюремных хитростях разных, которые помогали нам облегчать жизнь в Корытае, а также о том, чему меня и нас учил сокамерник Саша Курила. У меня есть также план и на это видео о том, что я хочу рассказать, но прежде я отвечу на вопросы, которые мне поступили в комментариях к предыдущему видео. Первый вопрос касался бумаг, так называемых. Спрашивали, что это такое, нужно ли их подписывать и так далее. Вопрос очень актуальный и важный. Что такое бумаги? Бумагами зэки называют так называемые обязательства о правопослушном поведении. Это обязательства, которые представляют из себя просто бумажку, которые суют каждому зэку, как только он приезжает в место отбывания наказания, то есть колонию, исправительную колонию. Но некоторые мусора пошли еще дальше и начали такую самую бумажку совать людям еще на СИЗО. То есть когда ты еще даже не осужден, когда у тебя даже еще нет срока, формально с точки зрения закона ты еще не виновен. Все равно ее тебе суют и требуют у тебя, чтобы ты ее подписал. Откуда это взялось вообще, эти бумаги? То есть еще в середине, в конце 90-х большинство зон, они были черные. То есть там, что такое черная зона? Это зона, где администрация тюрьмы, либо зоны, да, заигрывает и вступает в какие-то деловые взаимоотношения с криминальным миром и с профессиональными преступниками, которые в этой зоне живут и выстраивают там параллельные системы власти. То есть порой они были настолько параллельны, что даже блатная черная система власти, она превозмогала над системой власти официальной администрации. То есть мужики, да, они там боялись или прислушивались к блатным куда больше, нежели к администрации. Вот. Но со временем в лукашенковской Беларуси, естественно, власть начала монополизоваться, и все эти многовластие решили прибрать. И одной из форм этого прибирания было, то есть удостоверить, что мужики, да, то есть люди, которые не... Мужики, да и вообще все население тюрем, да, они не будут поддерживать эту блатную иерархию. Для этого их стали принуждать подписывать вот эти обязательства о правопослушном поведении. То есть подтверждать, грубо говоря, что они будут слушаться официальную власть, что они будут соблюдать правила внутреннего распорядка, и тем самым не будут блатовать. Вопрос, как в этом удостовериться? Ну, добиться того, чтобы человек поставил подпись под обязательством о том, что он этого делать не будет. Конечно, это не дает никакой гарантии в том, что этот человек не будет в дальнейшем блатовать, но это дает формальное право не считать его больше блатным. То есть, понятное дело, если ты и блатной, если ты профессиональный преступник, стремишься в воровскую семью и так далее, то ты не можешь подписать эти бумаги, потому что они означают формальное сотрудничество с администрацией. Что в этих бумагах написано? В каждой зоне, в принципе, по-разному. Например, ну, в основном там, в принципе, говорится одно и то же. Я обязуюсь соблюдать правила внутреннего распорядка, стремиться к условно-досрочному освобождению, и все в таком духе. То есть я, например, когда приезжал на 15-ку, я бумаги подписал, и на 17-ке я их подписал, но, конечно, я каждый раз их прочитывал перед тем, как подписать. И то есть, если бы там было что-то вроде там, я обещаю там информировать обо всех там нарушениях правил внутреннего распорядка администрации, ну так, грубо говоря, стучать, образно говоря, то, конечно, я бы такой не стал подписывать. Ну, то есть там была обычная такая шаблонная штука. Ну и, естественно, почему я, например, подписал? Потому что я изначально хотел придерживаться линии такой, когда заехал в зону, это было на ИК-15 Могилев в 2011 году. Изначально я хотел придерживаться такой линии, что я никуда не буду лезть, не буду конфликтовать с администрацией, не буду блатовать и спокойно уйду, если не на УДО, то, по крайней мере, буду спокойно сидеть в зоне, заниматься своими делами, саморазвиваться и так далее. Естественно, сделать мне этого не дали. Как бы я там не соблюдал режим, не старался тихо сидеть, не высовываться,
меня все равно начали душить, сажать в ШИЗО и так далее, не давать мне, скажем так, жизни. И, конечно, сами толкнули меня таким образом на путь, который продолжился в том числе и вкрытой, да. То есть, ну, потому что вкрытую абы какие зэки как бы не попадают. Но это уже совсем другая история, я отвлекся. Что будет, если ты не подпишешь бумаги? Все, с этого момента ты враг номер один для администрации. И тебя первое, что делают, это посадят в штрафной изолятор. В дальнейшем твоя дорога предопределена. Это изоляторы, 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 а потом помещение камерного типа. А потом смотрят на твой срок, на твою личность, на какие-то свои соображения, которых я до конца не знаю. Либо тебя везут в крытую досиживать свой срок, либо 411 статью тебя раскручивают. Я думаю, это зависит просто-напросто от плана, потому что в каждую зону Департамент исполнения наказаний спускает сверху план, сколько зэков должно быть отправлено на тюремный режим, сколько по 411 статье. И то есть даже если в данной тюрьме, либо колонии, ну в данной колонии точнее, нету зэков, которые так уже жестко блатуют, противопоставляют себя администрации, то менты просто берут каких-то рандомных зэков, которые где-то раз прокололись, там где-то поругались с отрядником, еще что-то, и крутят их. То есть добавляют им срока, отправляют в крытую, потому что план нужно выполнять. Это что касается первого вопроса про бумаги. Второй вопрос касался сексуального насилия в тюрьме. Скажу честно, лично я, вот прям своими глазами, да, я с сексуальным насилием в тюрьме не сталкивался. А также я не слышал ни от кого, от тех, с кем я сидел, чтобы какого-то рандомного человека в тюрьме взяли и изнасиловали. Но если человек находится в петушиной касте, так называемой, да, петухи как бы бывают, считаются рабочие и нерабочие. Соответственно, рабочие это те, которые занимаются сексом, да, там, нерабочие, которые просто отсажены сами по себе. И я слышал, например, такое, что могут нерабочего петуха, то есть человека, которого просто отсадили, там, не знаю, за то, что он там обкакался, грубо говоря, в туалете и убрал за собой, да, вот это я видел своими глазами, ну, типа у нас на пятнашке был, сам я видел парня, он не добежал до туалета, там обделался в туалете и взял с дуру, да и прибрал за собой. Все, петушиную работу выполнил, ты петух. Ну вот и я слышал истории такие от разных зэков, что такого могли, например, принудить каким-то образом, ну, как бы сексом заниматься, да. Ну, иначе говоря, изнасиловать. Но сам лично такого не видел никогда. И про вот эти рассказы там про мыло и все прочее, это, конечно, все ерунда, но учитывая, что зэки как бы там сидят, понимаете, мужской коллектив, долгое время там женщин не видят, то они могут начать как минимум подкалывать на такую тему, иногда по-доброму подкалывать, иногда не очень, да, то есть вплоть до того, что у нас там был один недоразвитый типа смотрящий на Володарке, который там говорил, вот, если ты прошел мимо меня там в трусах, да, там на расстоянии полметра, я могу это расценить как то, что ты меня провоцируешь, типа хочешь, чтобы я тебя трахнул. Ну, то есть, и это не единичный случай, да, то есть, есть люди, которые вот там таким образом, это особенно те, кто пользуясь там какой-то своим типа блатным статусом, да, попытаются такую херню навязывать, и да, там до насилия не доходит, но там до уровня каких-то унижений, оскорблений вполне. Вот. И опасность скорее тут исходит не из-за того, что тебя в тюрьме изнасилуют, да, а из-за того, что могут именно навесить вот этот статус, который хоть и не ведет прямо, ну, статус опущенного, обиженного, да, там, петуха, который не ведет прямо к сексуальному насилию, но помещает тебя автоматически в категорию, в которой ты будешь находиться в постоянном стрессе, будешь терпеть постоянное унижение и не будешь иметь никакой возможности им как-то противостоять. То есть и мусора на самом деле это периодически пользуют против неугодных зэков и в частности против политзаключенных. Например, такие провокации мутились в отношении Андрея Санникова, когда он сидел, Дмитрия Дашкевича, и пытались таким же образом отсадить Михаила Жемчужного на горках. Он вот на тот момент, когда я снимаю это видео, до сих пор сидит в одиночной камере уже, по-моему, 3-й год. Вот, и из-за того, что отказывается идти в петушиный отряд. Вот, в общем, мусора, конечно, этими понятиями манипулируют, эти понятия им выгодны в большой ступени, потому что они не только разобщают зэков, но и позволяют разделываться с неугодными, а неугодные это чаще всего политические. То есть на сегодняшний день в большинстве зон именно мусора решают, кто петух, кто не петух, кто осаженный, кто нет.
И у них есть свои суки для провокаций, свои петухи для провокаций, которые могут человека законтачить и сделать неугодного петухом, либо дать в отношении его какие-то там уже свидетельства, да, о том, что он якобы там, не знаю, полоскался с петухами, пил с ними из одной кружки, да, на самом деле этого не было, и в итоге собирается круг, там, сученный блатной этот, либо козел, да, завхоз, он объявляет, что вот этот человек, все, петух, ну и куда деваться, как бы, из этого. Вот, а более подробно на эту тему, на тему петушиной этой касты, так называемой, я еще в 2016 году, вскоре после освобождения, написал большую обзорную аналитическую статью, да, лонгрид, которая называется «Неприкасаемость тюремной иерархии». Она публиковалась на Новинный Бай, на многих анархистских сайтах и была переведена на английский язык. Ссылку на эту статью увидите в описании. Ну а теперь поехали, собственно, к нашей крытой, про которую и снимается этот сериал, собственно говоря. Я обещал в предыдущем выпуске рассказать вам про малявы. Что такое малява? Это письмо, которое идет от арестанта к арестанту. Ну, письмо громко сказано, скорее такая записочка. В тюремном мире, в тюремной этике есть такая поговорка: малява – это лицо арестанта. Именно поэтому малявам, а особенно в крытой, где постоянно идет борьба за статус, за уважение окружающих, за твою социальную ценность, придается малявам огромное значение. То есть, как я уже объяснял, наверное, да, в крытой малява запакованная выглядит как такой, ну вот, примерно, наверное, размером, как, знаете, и в размерами формы больше всего походит на мелкокалиберный патрон, да, вот такой, как от мелкашки такой. Такой цилиндрик, запаянный целлофаном с помощью зажигалки. Малявы все пишутся на листиках, вырванных из общей тетрадки. Одна сторона листика должна быть обязательно 14 клеток. Это легко померить, это 7 сантиметров, либо длина зажигалки. Так принято, так удобно. Я думаю, это для того, чтобы малявами было легче всего как бы торпедироваться, чтобы они не выходили слишком длинные. Вот. И всегда обычно малявы начинаются приветствием, ну так по тюремной этике положено, приветствием человека, которому ты пишешь, и всем, кто сидит с ним вместе в хате. То есть это может быть часик в радость, там некоторые еще там чифер в сладость, ну прочее эти всю фигню, но обычно блатные как бы этим не заморачиваются. Это вот, ну, по крайней мере, накрытые вязаные любили все эти витиеватости. Приветствую всех, кто рядом, здоровенько, доброго дня. Приветствую тебя, там, например, там, Серега или Батон, или там Кастет, да, и всех по кругу. Малявы, которые пишут блатные друг другу, обычно начинаются словами «жизнь ворам». Я уже рассказывал в одном из предыдущих видео, где говорил про то, как по тюрьме ходят новости, как идет сработка. И вот эта вот малява новостная, она всегда начинается словами «жизнь ворам». Воры подчеркиваются двумя прямыми линиями. В малявах очень не приветствуется черканье. То есть, если ты что-то зачеркнул и написал заново, то лучше себе сразу начать писать новую маляву. По крайней мере, так было всегда у нас в хате, так учил Курила. Но одно зачеркивание еще ладно, но два это уже однозначно нужно переписывать с маляву. То есть, грязь в маляве дает повод обвинить тебя в том, что ты неопрятен, неаккуратен и недостаточно внимателен к людскому. А малява это людское, потому что это сработка, это дороги, это общение. И малява, как мы помним, это лицо арестанта. Ну вот начеркано у тебя в маляве, значит такое у тебя лицо. Так это разгонялось. Ну ладно, между вязанными, опять же, то есть крыто это место иерархии, место статусов. Если между вязанными можно было себе это позволить. И то не со всякими хатами, потому что слухи-то расходятся, репутация распространяется. Тоже, конечно, когда пишешь блатному, там требовалось, чтобы все в маляве было четко. В противном случае ему ничего не стоит как бы при встрече или в ответной маляве тебя просто унизить, там опустить словесно, объяснить тебе, что ты козел, там вязаный и так далее, потому что у тебя там в маляве, например, начеркано. Также малява должна быть очень хорошо запакована. Значит, для запаковки малявы используются пакеты определенного вида, то есть там не подходят, например, как файлики, не подходит целлофан какой-то белый, нужен только прозрачный целлофан. Им малява определенным образом сворачивается тоже, чтобы она была максимально компактной. То есть хорошо свернутая малява, она твердая как камешек, да, вот такая вот капсулка такая. На ней сверху
сверху на ней, на внешней стороне написано хата, там, например, X123, да, Х123. И потом она пакуется для того, чтобы человек, который впоследствии твою маляву разгонит по кабуре, либо по мокрой в нужную хату, он мог видеть ее номер, куда ее отправлять. Важный момент также в запаковке, что ты, запаивая эту маляву зажигалкой, тоже должен сделать это достаточно аккуратно, чтобы ни в коем случае не пропалить целлофан, потому что если она будет идти по мокрой, то она намокнет. Если кому-то пришла мокрая малява, ну это стыд и позор. Просто твоя репутация на крытой после этого сразу же уходит в минуса. Поэтому, конечно, когда я, например, приехал в 128-ю хату, довольно много времени я посвятил тому, чтобы научиться запаивать эти малявы. Курилов все рассказывал, показывал, и просто сидишь с этой зажигалкой, времени много, сидишь, тренируешься, запаиваешь до тех пор, пока вот у тебя это не дойдет до автоматизма. Когда там к концу первого года отсидки ты уже запакуешь несколько сотен маляв, у тебя это просто получается так, как можно идти на завод работать. Просто ты все взял, написал, скатал, об стол еще раз укатал, чтобы она была тверже. Потом ты взял, у каждого из нас были такие микропакетики для всех этих малявных принадлежностей. Там были листики уже нарезанные должным образом. Там были не пакеты, а даже кусочки пакетов, которые необходимы. Вот ровно столько, сколько необходимо, чтобы запаять маляву. Все уже готово лежит, ты положил, укатал, скрутил с одного конца, с другого, там подпаял, посерединке, все, а некоторые еще берут, контрольно делают, то есть через эту маляву втягивают воздух, пытаются втянуть, ну, берут как бы ее в рот, обжимают губами, втягивают воздух, чтобы проверить, что воздух нигде не проходит, и в ней нет как бы отверстий никаких, и она герметичная, и, следовательно, ее можно пускать по мокрой. Вот такие вот нюансы. Поэтому малява, ее нужно также и закончить должным образом. Зэки очень изобретательны в этом плане. Там, на этом стоп, жму 5, или там на этом буду круглить, рву строку. То есть такие вот эвфемизмы всякие изобретают. Порой прикольно это читать, особенно когда пытаются там какие-то возвышенные употребить выражения, там в каждом слове потом по 5 ошибок. Ну, тем не менее, вот каждый как может пытается себя выразить в этой маляве. Ну и да, малява должна быть, естественно, всегда подписана, то есть кто, погоняла и хата. Вот. Еще интересный момент, что мне стало известно где-то на второй год сидения в крытой, что оказывается очень многие малявы, которые проходили через котловую хату 108-ю, они блатными вскрывались и прочитывались. То есть, хотя малява считается вещью неприкосновенной с одной стороны, но с другой стороны считается, что в камере также секретов не должно быть никаких. То есть каждый может почитать маляву каждого при желании. Это как бы делается из соображений как бы и безопасности, и открытости, да, и чтобы никто там, не дай бог, каким-то стукачом не был и так далее. Но иерархия есть иерархия, 108-я хата, по крайней мере, я это слышал неоднократно, могла малявы определенные застопить и прочитать. Для этого более прошаренные зэки, они клали в маляву ресничку. Вот. И если, соответственно, реснички там нет, то адресат, к которому приходила маляву, понял, что ее, скорее всего, скрыли где-то по дороге. Но вычислить дорогу малявы как бы не представляет большого труда, да. Ты знаешь, как устроена крытая, как по ней движутся малявы, по кабурам, либо по мокрой. И, соответственно, ты можешь примерно представлять, в какой хате ее прочитали. Вряд ли вязаные на такое отважатся, а вот братская хата с блатными, конечно, могла это сделать. Вот тоже такой момент лицемерия, тоже мне поспособствовал в разочаровании во всех этих блатных, да, ну я и до этого не был слишком очарован, но тем не менее в каком-то там романтике, да, и в какой-то правдивости, справедливости всех этих понятий и всего прочего. Такой вот интересный момент. Приблизительно в середине 2013 года к нам в камеру заехал такой Юра. Паренек из Мозыря. Приехал, если не ошибаюсь, с пятнашки. И особенность его была в том, что у него висел статус крыса. То есть, чтобы вы понимали, крыса в тюрьме это нечисть. Это относится примерно на уровне фуфлыжника, на уровне коня даже хуже, да. То есть, ну, это чуть-чуть выше пидораса, чуть-чуть выше петуха. И вообще раньше по понятиям как бы считалось, что такие люди они не могут сидеть в крытой, они должны сидеть отдельно там где-то в нечисти с себе подобными, с фуфлыжниками, с там проигравшимися
какими-то гадами, чертями и так далее. Но на Могилевской крытой политика была такая, что мы принимаем всех, пока, то есть все, что было у тебя до этого, оно забывается, отсекается, ну там за исключением какой-то там дичи полной, да, и тебе дается здесь возможность начать новую жизнь, если ты как бы знаешь свое место, не выделываешься, не высовываешься, можешь дополнять братву и вести себя достойно, то тебе братва даст возможность как бы нормально сидеть и не быть слишком уж пораженным в правах. Вот. Ну, конечно, если как только ты там попробуешь открыть рот и что-то о себе напомнить, я сразу напомню, да, что ты крыс или фуфлыжник. Но ты, блатные, почему-то решили в нашу хату определить этого Юру с крысиным рамсом. Мы его расспрашивали, почему он крыса, как бы что, в чем дело. Ну, он, естественно, отрицал, говорил, вот, ему там цыгане подкинули какие-то конфеты, и потом объявили крысой. Ну, ему, по правде, так особо никто не верил, все было понятно. Знаете, есть такой тип людей, которые ничего не знают, то есть они очень глупые, не образованные, не эрудированы, но при этом, ну, просто фантастически любит спорить и доказывать свою правоту. Вот он такой человек. То есть он с трудом писал, хотя он окончил 9 классов и даже какую-то хабзу. Но он там в слове реально, в слове «привет» делал там 3 ошибки. Видно было, что писать для него вообще очень непривычно. Читал он по слогам. По-белорусски, например, читать вообще не мог, да, то есть когда ко мне там заходили газеты какие-то типа «Наша Нива», «Народная воля», для него это была непреодолимая тяжесть. То есть человек не знал каких-то абсолютно элементарных вещей. Там один раз мы с ним писали маляву, и там, ну, я его там обучал, да, как позже приехавшего, там говорил там, вот тут, а вот тут поставь восклицательный знак. Он говорит, хорошо. Я говорю, ну так поставь. Ну я потом поставлю. Такой, в смысле потом? Ну, поставь, возьми восклицательный знак. Он, ну хорошо, я потом. Короче, оказалось в итоге, что он не знает, что такое восклицательный знак, и как он пишется. А человеку 23 года. Ну, вот такое. Но, тем не менее, если мы там смотрели телевизор, и я там что-то комментировал, он мог начать спокойно со мной спорить, да, там, будь то вопрос, там передача про космос, там, например, да, там, про животный мир или там про политику. Он начинал там доказывать свое мнение, рассказывал там, что правильно, что неправильно. Меня, конечно, сильно от этого подгорало, и мы с ним там неоднократно спорили, Курила не вмешивался. Но один раз был такой случай, что мы поспорили на подсрачник. Он там доказывал какую-то глупость касаемо статей Уголовного кодекса, о том, как они делятся на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. То есть я это знал хорошо, потому что я троху отучился на юриста, да, закончил юридический колледж, и знал, как бы, какая градация, да, там, что тяжкие, например, начинаются с 6 лет. А он вот уперся и прям не хотел соглашаться. Я говорю, ну, крытое, да, это вы знаете, это такое место, где, если ты говоришь, ты за свои слова должен отвечать. Я ему говорю, ну что, ты вот прям 100% уверен, что ты прав, давай забьемся. Все, мы забились, поспорили на подсрачник. Он, конечно же, проиграл, потому что оказался неправ. Я не помню, как мы это выяснили. По-моему, даже там нашли, попросили у библиотекаря какой-то этот уголовный кодекс, да, и вот он получил свой подсрачник. Мы думали, как бы, с Курила, что это его научит как-то чему-то в будущем, но нет. К сожалению, он продолжил вести себя примерно так же. Вот. Я при этом не могу сказать, что он был как-то, например, очень злой человек, да, или он был порой достаточно добродушный, незлобливый, он и не был сильно агрессивный. Сидел он, по-моему, за разбой, если я не ошибаюсь, там срок в районе 6 лет у него был. Он не был как бы какой-то чересчур хитрый, но такие вот ряд личных качеств мешал с ним общению. Тем не менее, мы с ним просидели почти год, а о его дальнейшей судьбе, как она сложилась в нашей хате, я расскажу немного позже. Еще в начале я упоминал такого уникального мента, как Вова Цепура. Вот. Владимир, по-моему, Николаевич его отчество было. К следующей серии я постараюсь вам вспомнить его фамилию. И без привлечения можно сказать, что этот человек, он был корпусным, да, то есть, как вы понимаете, корпусной это как бы старший среди контролеров, старший смены контролеров, да, которые смотрят как бы за целым корпусом, решают как бы основные вопросы. Корпусной может вывести какого-то блатного, какую-то хату. Без корпусного по уставу нельзя открывать тормоза, то есть контролер не может взять, просто открыть тормоза и тебя выпустить, должен при этом присутствовать корпусной.
Корпусной может тебя куда-то сводить, он решает, ну, практически все текущие вопросы. Порой, иногда по согласованию там с опером, да, созванивается. И вот он был корпусным. Ну, он работал там, наверное, лет уже 20, и без преувеличения, вот он прямо, это легенда Могилевской тюрьмы. Его знают все, о нем там ходят слухи. Почему? Потому что он был очень хитрый и очень озеченный. И что он любил больше всего, так это подставлять зэков перед блатными. Подкидывать их таким образом, чтобы сами блатные же им дали мозги. Он в этом плане был настолько изобретателен, настолько хитер, что опера на него просто молились. Так как он сеял раздор, подставлял одних зэков перед другими, умел сеять какие-то слухи, разводил, обманывал, что он только не делал, опера на него просто молились, да, то есть, ну, я могу вот реально поспорить, что если он был корпусным, но если его взять, поставить кумом, ну, то есть главным опером в любую зону, он любую зону просто, ну, поломает, да, не кулаком или там дубинкой, а просто своей хитростью. Почему Цепура? Потому что когда-то в какие-то стародавние времена он надел здоровенную цепь, да, и с этой цепью ходил по тюрьме и там засовывался в кормушку, и все там с этого типа угорали. Но сам-то он все это делал, все эти разводы, хитрости, там глумление, он все это делал ради собственного удовольствия. Вот просто он был такой человек, что ему над кем-то глумануться, постебаться, вот для него это был такой прикол и способ самоутвердиться, а также способ повеселиться. Просто перечислять все его прокладоны, которые он только мутил, это можно, ну, реально просто целый выпуск отдельно сделать. Но вот навскидку, я, наверное, не помню, может, уже рассказывал в предыдущих выпусках, когда какой-то зэк приезжал новый на крытую, на сборку, и не знал Вову Цепуру в лицо, он мог спокойно накинуть клифт зэковский, открыть кормушку, с коридора, получается, подозвать этого зэка и говорит: здоровенько, я бродяга Вова Цепура, смотрящий за тюрьмой, ну что там, привез что-то по общему. И развести зэка, и зэк этот отдавал ему малявы, по общему там чай, сигареты, все, что он с зоны вез. Представляете? Ну, то есть малява это просто там, ну, оперативникам, ого-го, ну, какая радость, да, получить это, столько инфы для них. Естественно, этот зэк потом получал мозги от блатных, потому что, ну, дал мусорам в руки это все. А то, что ты не знал и не понимал, это уже твоя проблема. Или, например, конечно, лучше всего он разводил новичков, которые еще его не знали, не понимали. И вот один раз, например, какие-то тоже молодые ребята приехали на крытую, и их Цепура спалил, что они пишут маляву. И говорит ему: что, маляву пишете? Они такие: да, типа маляву. Ну так, а куда? На 153-ю, ну, смотрящему за тройниками. Они говорят: да, Вове лысому маляву. Так давайте я передам, что вы будете там по мокрой гнать, ну, дурака валять. Они такие: ну да, действительно, взяли, запаковали маляву, отдали ему. Ну, он, естественно, приносит этот маляву, блатным ржет, там просто не может, это самое, слезы у него текут, и кладет блатным на кормушку. Ну, блатные говорят: ну что, выводи. Все, он открыл, они пошли этим молодым ребятам, разъяснили, пояснили и, конечно, дали по лицу, потому что за утерю запрета, за передачу запрета в руки мусоров строгий спрос. А по какой причине это ты сделал? Либо тебя обманули, либо тебя развели, это уже никого не волнует, да? Правило есть правило, понятие есть понятие. Еще один похожий случай. В Киче Цепура был корпусным, была его смена, и какой-то парень очень крепко спал в Киче. А в Киче, Киче это штрафной изолятор, находится у нас в подвале в Могилевской крытой. И я про это еще расскажу подробнее в одном из выпусков. Ну, в общем, Кича грелась, то есть там были чай, сигареты, что, естественно, не положено по режиму. И все это лежит у этого пацана на видном месте, то есть это видно через глазок. Что делает Цепура? А в Киче двое тормозов, то есть сначала просто двери, а потом еще и металлическая решетка. Цепура берет ключи. Тихо открывает дверь. Представьте, настолько тихо, что этот чел даже не проснулся. Прокрадывается ему в камеру, забирает этот чай, сигареты, точно так же тихо закрывает и уходит. Ну, естественно, берет и сразу это смотрящему за Кичей. Бабах, приносит и кладет на кормушку. Вот смотри, как твой там такой-то, погонял называет, такой-то, как он, крепко спит. Ну все, человек, естественно, тоже получает мозги. А это уже не вязаные, по-моему, это даже был блатной какой-то, хотя я не уверен. А блатному, например, получить на кругу еще хуже, потому что этот, как
как выговор по партийной линии, да, там тебе пойдет точно так же дальше, будет волочиться за тобой всю жизнь. Так и строгий спрос с блатного будет идти за ним всю жизнь, что ему на кругу дали по лицу, это как бы уже будет усложнять его дальнейшее продвижение в карьерной лестнице, повышение его статуса среди других преступников. Вот из таких повседневных событий, новостей, сплетен, разговоров о чьих-то статусах, о блатных каких-то делах у нас в этой всей повседневности проходила наша каждодневная жизнь. 2,5 года я провел на Могилевской Крытой, но я вам скажу, что время там летело очень быстро. Действительно, сравнить с зоной, я не знаю, как это объяснить, может быть то, что это спертое пространство, и в нем как-то течение времени ускоряется, но очень быстро в тюрьме пролетали не то что дни, а даже недели. Вот просто день, и ты не замечаешь, как он ушел. Чем мы занимались там, чем занимался я? Ну, во-первых, как я уже говорил, на первом месте старался, чтобы у меня всегда были, и этого требовал как бы от нас Курила, на первом месте, чтобы были все тюремные дела. То есть это 4 сработки в день. Ты должен либо передать маляву, если у тебя есть кому что написать, либо на хату ниже. У нас была 116-я, да, и сидел там такой сын, тоже блатной, поэтому у нас как бы была повышенная ответственность. Вот, либо передать туда малявы, потому что слева-справа у нас были, справа мусорская каморка, а слева у нас типа нечисть сидела. Нечисть — это какие-то другие блатные, которые в свое время порамсили с основными блатными. Кроме сработок, нужно еще слушать тормоза постоянно. Нужно хату поддерживать в чистоте. Ну и так далее и тому подобное. Вот эти вот тюремные моменты. Но основное время, конечно, у меня было занято чтением. То есть спасибо моим товарищам, родным, моей супруге. Они передавали очень много литературы, всю которую практически я просил. Хотя иногда были сложности в ее получении. Да, там цензура не очень хотела пропускать, но кое-как удавалось отвоевывать. Я очень много читал. Основные книги я конспектировал. То есть, если это художественная литература, то я писал себе маленькую такую рецензию на нее, что это там, например, если Набоков, да, там, или Достоевский, я писал о чем это и свои какие-то впечатления, рефлексии. Если литература историческая, научная, то я именно делал конкретный конспект каждой книги. Ну и где-то вот такую вот стопку одних только этих конспектов я вынес из тюрьмы по освобождению. Вот. Потом мне приходило довольно много газет, журналов тоже меня родные подписали, я их читал, очень интересно было, что происходило на воле. Каждый день мне приходило в среднем от 2 до 7 писем, вот так в среднем. Естественно, на все это нужно было отвечать. Вот. Много писем было, всем отвечал, старался отвечать вовремя, не затягивать и так далее. Потом я немножко учил арабский язык. По возможности мне загнали учебник по арабскому языку. Какое-то время учил английский язык, прошел там учебник английский для политологов. Прошел я его еще к 2013 году, да, поэтому оставшееся время учил арабский. Немножко пытался рисовать, то есть вынес тоже небольшую такую стопочку рисунков своих. Ну и сейчас нет-нет, когда есть время, продолжаю это делать. Еще немного бывало смотрел телевизор, то есть в основном, конечно, новости. Потом очень уж мне полюбились передачи про всяких рептилоидов, атлантов, пирамиды на РЕН-ТВ, которые по СТВ показывали. Кто смотрит СТВ или смотрел, знает, что там как бы часть эфира занимала российская РЕН-ТВ, и там вот эти передачи а-ля «Военная тайна» и прочее им подобное, я уже не помню названий, их было много, но в конечном итоге я их досмотрелся до такого количества там, и про шумеров, и про чипирование. Про чипирование там рассказывали еще до того, как это было мейнстримом. И про мировую закулису, про иллюминатов, про масонов, про лемуров, атлантов, которые жили на Земле до нас, про то, что космические корабли там прилетали на Землю в доисторические времена и прочее, прочее. Я это насмотрелся в конце концов столько, что понял в какой-то момент, что каждая новая передача — это просто перетасованная инфа из предыдущих передач. Порой чуть-чуть щепоточка нового добавлена. И поэтому я уже просто махнул рукой на это все смотреть, потому что, уже ничего нового не узнал. Я уже мог им сам рассказать и сам такую же самую передачу снять, все эти темы смешать в кучу, рассказать, и было бы очень интересно. Вот, короче, такое мне полюбилось, этот жанр. Очень было любопытно смотреть. Но порой мы смотрели и интересные фильмы. Показывали по СТВ, особенно поздно вечером, бывало всякий артхаус. Пересмотрел я в тюрьме практически все советские фильмы. Это «Афоня», «Любовь и голуби».
и прочее. «Москва слезам не верит», «Зимняя вишня», ну вот эти вот все советскую классику. Посмотрел сериал «Сумерки» и много-много всего, даже сейчас всего не вспомнишь. Но действительно много всяких приколов артхаусных посмотрел. И, кстати, тогда мне полюбилось и французское кино, я стал большим любителем французских фильмов, особенно мелодрам, и сейчас до сих пор по возможности качаю или смотрю онлайн. Но порой наш размеренный быт нарушался, и в частности мой. Я об этом не говорил в предыдущих выпусках, но так как я политзаключенный, а политзаключенные у нас не могут сидеть на общих основаниях, не могут сидеть как все, то меня довольно часто закрывали в кичу. Приблизительно раз в 1,5-2 месяца мне приходил отрядник, говорил что-нибудь вроде «надень клифт». Вот. А поскольку у нас в тюрьме и в камере в частности, в клифтах никто не ходил, да, только на проверку становились, то, естественно, я этого не мог сделать, потому что если бы я его надел, через минуту пришел бы отрядник и сказал бы всем остальным: наденьте клифт, а если вы не наденете, а почему дедок в клифте, а вы нет? Ну, то есть это уже начинается козлиный движ, да, навязывание режима. Естественно, я ему говорил: конечно, ничего я не надену. Но когда приходил отрядник и говорил: надень клифт, я уже понимал, что мне нужно собираться в штрафной изолятор. То есть примерно на 10 суток я пойду туда отвисну. И то же самое было и плюс-минус на ИК-15, но там я первые только 7 месяцев нормально успел посидеть, на семнашке. И, естественно, то же самое было на крытой. То есть, как это объяснялось? За любым политзаключенным закреплен сотрудник КГБ либо ГУБОПика, который его курирует его нахождение в карательных учреждениях. И, соответственно, если долгое время этот политзаключенный там живет, обрастает связями, знакомствами, какими-то бытовыми ништяками, привилегиями, этого быть не должно, потому что политзаключенный, враг государства, должен страдать. И он не может сидеть на общих основаниях, да, также наслаждаться теми же привилегиями, как и остальные зэки. То есть политзаключенному его не пустят там учиться в ПТУ, его не пустят на какие-то хлебные должности, да, в зоне. Ну, я, например, и сам бы не пошел, да, но как бы сам факт. Никогда там не дадут ему нормальную работу вроде библиотекаря. Ну, за редчайшее исключение, например, Козулин, да, которого в 6-м году посадили, он был библиотекарем, и, по-моему, библиотекарем и кишарщиком, по-моему. Ну, там вы сами понимаете, это человек из системы, то есть почему он им стал. А так, никогда, ты всегда будешь трудиться, если ты в зоне, да, то на самом тяжелом производстве. Ты всегда будешь спать на верхней наре, никогда на нижней, потому что это считается, вот этими мелочами считаются, тебя как бы создают тебе микропроблемы, там какие-то страдания, неприятности, просто чтобы тебе было плохо, и остальные зэки видели, что к тебе относятся хуже, чем к другим, и ты сам как бы не очень-то там расслаблялся, кайфовал. И, конечно же, если ты политзэк, ты будешь регулярно кататься в штрафной изолятор. Это как бы относится абсолютно ко всем, разница только в частоте, да, то есть как ты регулярно катаешься. И вот я в Могилевской крытой катался приблизительно каждые 1,5-2 месяца, высиживал по 10 суток. Один раз 20 я высидел, да, в штрафном изоляторе. Хуже было Евгену Васьковичу, который сидел со мной примерно в одно и то же время. Он вообще катался строго каждый месяц, вот как по расписанию. Вот 30 дней он в хате, 10 дней он в киче. 30 дней в хате, 10 дней в киче. Вот. И это, конечно, да, ему было потяжелее в этом плане. И он суммарно за весь свой срок, насколько я знаю, выкатил год в штрафном изоляторе. Вот, я всего полгода. Вот эта кича могла как бы нарушить мой размеренный быт. А еще такая штука, как переходы. Что такое переходы накрытые? По режиму есть два вида тюремного режима. Общий и строгий. Различаются они незначительно. Но на общем можно одну передачу в год. И можно 2, по-моему, свиданки в год. А на строгом тюремном режиме тебе только 1 свиданка в год и 0 передач в год. Только 1 бандероль весом до 2 килограммов в год. Соответственно, по режиму, строгий режим, зэки строгого режима, должны сидеть со строгим, а общий с общим. Но в реальности это не соблюдалось. То есть, поскольку блатные договаривались, то все сидели как бы плюс-минус со всеми. Но когда на крытую приезжала какая-то проверка из ДИНа, то все зэки должны были сесть по своим как бы местам, да. Строгий к строгому, общий к общему. Ну, нетрудно догадаться уже, вы, наверное, догадались, что я, конечно же, всегда был на строгом. Никто меня никогда бы на общий не поставил, потому что политически. Вот. И меня, соответственно, с разной периодичностью, там, может, раз в 4 месяца, в 6 месяцев, мне нужно было, так как наша хата 128 оставалась как общий режим, Курила был на общем,
то меня переводили в какую-то другую хату. Можно было написать пожелание блатным, да, там в какую я, например, хату хочу, но мне было все равно, и меня отправляли в 124-ю. А в 124-й сидел мой хороший приятель Саня Юлич, с которым мы, как бы, как я уже рассказывал, крепили еще на ИК-17, кстати, до сих пор с ним переписываюсь. Вот, у него срока 18 лет, вот, кстати, уже через 5 лет ему освобождаться. Да, я переходил к ним сидеть, а из их хаты, соответственно, пару человек переходило в нашу 128-ю. И в этой хате 124-й сидел, как вы думаете, кто? Старый знакомый наш колдун, про которого я вам рассказывал в одном из первых выпусков. Да, это тот самый магистр зеркальной магии, у которого бабушка сильнейшая ведьма Армении, который открывал и закрывал порталы в потусторонние миры, еще будучи на тройниках в соседней с нами хате. И вот, когда я туда приехал первый раз, я наконец-то увидел его вживую, потому что до этого я только его голос слышал. Увиделись мы наконец-то с Юличем, обсудили все свои наболевшие, да, вопросы, проблемы, впечатления об этой крытой. И я сразу обратил внимание, чем там занимался колдун. Короче говоря, он давай подсаживать на свою магию на всех обитателей этой хаты. То есть он там рассказывал, во-первых, он, конечно, очень сильно подсел им на уши, и многие ему верили, о том, какой он там колдун, как он все умеет, как он там вызывает духов, как он может исполнить желания и так далее и тому подобное. Он начал набирать себе учеников, не только в своей хате, но и по другим хатам. И он их обучал по малявам, да, он вел с ними переписку и обучал их колдовству. Как он говорил, у него в планах было по освобождению создать группу боевых магов, и создать организацию наподобие секты и доить людей таким образом. Забирать у них деньги за очищение душ, за обучение боевой магии и так далее. Ну и, соответственно, очень скоро 124-я хата погрузилась в магию чуть более чем полностью. И у колдуна еще были книги всякие с собой, там, магического характера, там, Папюс, Кастанеда и прочее. Я уже не помню все. И он там, конечно, их охотно давал читать, но я сразу усек как бы коммерческий уклон его магических всех увлечений. То есть, что он там только не делал, как только не разводил. То есть, он пытался даже выяснить у меня, есть ли у меня какая-нибудь недвижимость, чтобы он мне, я ему на него перепишу эту недвижимость, а он мне, знаете что? А он мне создаст амулет, который может исполнять любые желания. Я спрашиваю, так создай амулет, исполни свое желание, которое, чтобы тебе пересмотрели по надзорке твой приговор, и ты освободился. Он начал, как кто, начал там что-то вилять. Потом он вводил своих сокамерников в гипноз. Потом он выходил из энергетического тела, и это тело летало там по хате. Ну, я этого лично не видел, но почти вся камера, которая там присутствовала при мне, они мне уверяли, что ночью после отбоя, когда был отключен свет, он реально входил в какой-то транс, и они видели что-то светящееся, летавшее по хате. И они меня не разводили, не прикалывались, они мне это говорили всерьез. Ну, не знаю, я лично не видел. Вот. Один раз я ему говорю, давай, попытайся меня в гипноз ввести. Я полежал, он меня вводил этот гипноз, но так у него ничего не получилось. Потом он изгонял из своих сокамерников демонов. То есть он ложил их на нару, читал над ними заклинания, брызгал их всякой водой. И после чего демоны, по идее, должны были из них выйти. Кстати, из носа, вот носа моего сокамерника, он изгонял каких-то демонов. Ну, я не знаю, это может быть самовнушение, может быть что, но после этого обряда, проведенного над носом, он реально изменился в лице. И даже на пару дней изменился в характере. То есть, если раньше у него лицо было, хотя он был достаточно молодой, там 30 с чем-то лет, но он выглядел где-то на 45. У него лицо было морщинистое, землистого цвета. То я вам вот базарю серьезно, хотя я там считаю все-таки колдуна этого шарлатаном, но факт в том, что после этого обряда у него лицо приобрело нормальный цвет, и вот произошло это прям сразу. И он реально изменился в лице и в мимике. На какое-то только время. Потом он снова стал таким же циничным и пытающимся самоутвердиться за счет других человеком, который не самый приятный был для общения. Вот, но какое-то время так произошло. Но потом, да, все стало на круги своя. Наверное, это как в Библии пишется, знаете, что когда одного демона изгоняют из человека, то
он берет с собой 1000 новых, злейших за себя, и возвращается обратно в то место, откуда, к тому человеку, из которого его изгнали. И происходило это все на моих глазах. Но позже колдуна постигла неудача. Вот, я не буду пересказывать этот случай, как он со своим колдовством, можно сказать, наколдовал сам себе очень больших проблем и закончил в этой крытой с выбитыми зубами и очень невысоким статусом. И закончил тем, что один из блатных, лупя его, порвал себе кроссовки, и он еще ему эти кроссовки новые загонял. Не буду пересказывать всю эту историю, потому что там она довольно многослойная, но если вам интересно, прочитайте мою книгу «Фарбы параллельного света». Там есть рассказ, либо «Цвета параллельного мира», да, на русском языке тоже есть. Там есть рассказ, который так и называется «Колдун». И в нем я рассказал, как, на мой взгляд, именно вот эти вот все магические эксперименты и попытки выкрутить себе, вымутить что-то из других людей обманным путем, они и закончились кармическим образом для колдуна очень печально. Но закончил свой путь, по крайней мере, когда я его последний раз видел, свой именно тюремный путь, колдун в 123-й хате. 123-я хата имела на крытой такую репутацию камеры, куда скидывали зэков, которые не смогли усидеться в другой хате. То есть там был такой ужатник. Туда скидывали тех, кто не мог ничего как бы дать вообще тюрьме, не только в материальном плане, но и в плане там какой-то поддержки. Ну то есть фуфлыжники, крысы, те, кто уже, кого выкинули с другой хаты, либо какие-то около недоразвитые, стрёмные личности, всех блатные отправляли, короче, в эту хату. Ну и вполне ожидаемо там в конце концов сложился такой ужатник, что там творилось хрен пойми что. И как блатные однажды зашли в 123-ю хату и узнали, как там они там ногами били друг друга за стакан молока положникового, это я вам расскажу в одном из следующих выпусков. Еще я вам там расскажу уже подробно в деталях про штрафной изолятор вкрытый, чем он отличается от ШИЗО обычных зоновских, как я там сидел, сколько раз, как меня там цепура пытался разводить, как я там мерз и так далее. И этот выпуск следующий, уже 8-й, он будет уже подводить вас вплотную к кульминации всего, что произошло у меня на крытой, где я вам расскажу конкретно за поступки Вовы Лысого, что он сделал и почему я считаю его милицейским прихвостнем, и почему считаю это вполне обоснованно. Ну и хочу поблагодарить всех, кто досмотрел этот выпуск до конца. Очень надеюсь, что вы подпишетесь на мои соцсети, будете читать мою политическую аналитику и, конечно же, поставите колокольчик, чтобы не пропускать следующий выпуск. Спасибо всем. Боритесь за правду, верьте в справедливость. С вами был Николай Дедок. Всем добра и критического мышления.